Хурарта Кубасахт. Когда солнце сгорело в огне. Книга Ахсара Бежанова увидела свет. Это новаторское историческое повествование, затрагивающее социально-историческую, политическую суть целой эпохи истории астинского народа и раскрывающее геноцид астинского народа как национальную трагедию нескольких поколений. Книга написана на астинском языке, но в планах автора переиздать ее на русском для большего круга читателей. Идея написания книги пришла с того, что захотелось рассказать молодому поколению о событиях 20-х годов, происходящих на юге Осетии. Идя по следам добывания материала, он столкнулся с рядом проблем. За советское время тщательно скрывалась подлинная информация о событиях тех лет. Последствием стало то, что имена многих героев были забыты, а вместе с этим забыты и достоверные факты. Правда о геноциде астинского народа. Собрав достаточно большое количество материала, родилась идея написания художественного рассказа, основанного на фактах. Начать процесс вот именно установления правды о геноциде астинского народа у меня началась, когда я начал очень глубоко изучать биографию нашего известного сына Осетии Рутена Гаглуева, инженера и очень активного политического деятеля периода 20-х годов. Собрал достаточно солидный объем материала, я ее систематизировал, и вот в этот момент у меня уже стал вопрос, в каком же виде народу показать эту картину, которую я установил для себя. И тогда я понял, что идеальным вариантом было бы написание художественного рассказа. По словам Бежанова, он большую часть времени посвятил сбору и изучению материала. К сожалению, в Южной Осетии за советское время все факты, которые реально показывали картину геноцида астинского народа, они были очень тщательно зачищены. И мне пришлось действовать за пределами республики и собирать эти факты там, где грузинская рука, можно сказать, не успела дотянуться. И, к моему счастью, я обнаружил такие места именно на Северном Кавказе, в архивах Северной Осетии. И вот можно сказать, что основная проблема, вот именно первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что в отсутствии достоверных фактов на территории Республики Южной Осетии. И проблемы уже, которые возникли впоследствии этой проблемы, это именно вот дальность и архивов, и их сам процесс поиска. Собрав материал и уже начав работать, он узнал о проходящей в Москве ежегодной международной литературной премии «Буламар», организованной посольством Южной Осетии в России с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений на астинском языке. Премия «Буламар» как раз таки появилась в моей жизни, я узнал о ней в очень-очень подходящее время. Это фактически был тот период, когда я собрал материал, написал уже скелет художественного рассказа, и у меня был период поиска именно материальных возможностей для того, чтобы продолжить работу. Я столкнулся с некоторыми трудностями, и вот как раз таки вот в это время появилась вот эта премия. Не стал упускать эту возможность, этот шанс, и решил подать заявку. Мучительное ожидание было, и в конце концов мое мучение как бы не было напрасным, и мне сообщили о том, что я номинирован и приглашаюсь в Москву. На премии я был объявлен как победитель. И самое главное, вот эта премия, она послужила как бы трамплином, на котором мое творение, оно продвинулось с очень большой скоростью дальше. И можно сказать, что именно благодаря Буламару фактически эта книга, она состоялась именно вот в этом году. Книга «Когда солнце сгорело в огне» рассчитана для широкой аудитории читателей. Написана она на доступном для понимания языке. Изначально, создавая книгу и текст, я старался максимально ее упростить, ее содержание. Так как в эмоциональном плане книга очень тяжелая, структура она тоже тяжелая. И я ее
именно язык изложения я старался сделать максимально читабельным, чтобы все возрастные категории, они смогли ее воспринять, и чтобы у них вот эта информация, вот эта картина у них осталась как память о геноциде ассирийского народа. И я старался исходить из интересов и взглядов в основном молодого поколения. Так как молодое поколение, оно фактически ничего не знает о тех событиях, в силу того, что для старшего поколения, если они скрывались искусственно, то уже после того, как Республика Южная Осетия стала свободной страной, то есть не оказалось тех старших, которые могли бы младшим передать хоть какую-то информацию. И, конечно же, я подумал и о поколениях старших возраста, так как они тоже, в принципе, пребывали в советское время в некотором информационном вакууме, когда, если они даже изъявляли желание узнать, это желание блокировалось всякими искусственными методами. И другой категорией именно стало именно это поколение, которое хочет прочитать и узнать, что же происходило с нашим народом. Всего было издано 150 экземпляров. Уже сейчас они в свободной продаже. Цена книги 450 рублей. В планах Ахсара Бежанова издать документальные хроники, юридические документы, добытые в ходе сбора информации для художественной книги. Уже сейчас он работает над систематизацией материала, которые однозначно доказывают геноцид ассирийского народа с момента распада Российской империи до конца 20 века. Елена Газаева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня.